С нового года вступил в силу новый Трудовой кодекс страны. Как отметил министр труда, занятости и социального обеспечения республики Руслан Ачба, Трудовой кодекс соответствует требованиям нашего времени и рыночной экономики. Прежний был основан на законе о труде, принятом еще в 1994 году. Возникшие за это время новые формы собственности и трудовых взаимоотношений потребовали изменений и на законодательном уровне. Смысл законодательства о труде состоит в том, чтобы не позволить работодателю и работнику нарушать права друг друга. В условиях рыночной экономики работник зависит от работодателя, и у работодателя очень много прав, и в данном случае государство ни в коем случае не должно предоставлять возможность работодателю нарушать права работника. Документ состоит из 6 разделов, имеет более 40 глав и 350 статей. Основные новшества, прописанные в законе, регламентируют минимальный размер оплаты труда. Он должен быть не меньше прожиточного минимума. Это требование закона заработает в полную силу только после принятия закона о госслужбе. Кроме того, новый Трудовой кодекс предусматривает ежегодный отпуск для работников, равный 30 календарным дням, а также защищает их персональные данные. Новый Трудовой кодекс регламентировал и создание при Министерстве госкомиссии по охране труда. Чтобы выполнять свои задачи, инспекторы будут ездить с проверками по различным предприятиям Абхазии. В законе пока не прописаны полномочия, которые им предоставляются, но это дело ближайшего будущего. 3 вида контроля, государственный, общественный и внутренний. Общественный – профсоюзы, внутренний, сам. На месте будут люди, которым будет поручено вести охрану, то есть инженер по охране труда, если это не юридическое лицо. А на государственном уровне как раз-таки это и есть государственные инспекторы по охране труда. В этом году нам утвердили всего лишь 5 штатных единиц. То есть это пока будет такая небольшая структура. И в первую очередь мы в этом году будем разрабатывать нормативные акты для этой структуры. На пресс-конференции прозвучали и ответы на вопросы, касающиеся договорных отношений. Согласно новому закону, работа по договору теперь войдет в трудовой стаж работника и будет зафиксирована записью в трудовой книжке. Белла Кварча, Беслан Шкинчерия, Абхазское телевидение.